Привет! Сегодня 27 июля, 25 год. Я нахожусь в Нюрбе. Короче, у черта на куличиках. Вот. Сейчас к переправе надо ехать. Переночевал. Ночью был дождь. В общем, нормально переночевал. Он соседи, с кем жили. Дима, да? О. Вот. Народ живет, да, несколько человек. Там человек 6, наверное. В этом доме не знаю. Тут хозяйский дом, наверное. Вон у них теплички, цветочки. Пойдет, жить можно. У черта на куличиках, блин. Ой, ладно, пойду посмотрю, что за Нюрба. Вчера был уставший. Сегодня сейчас глянем, надо водички закупить. И на переправу. Да, 83 я проехал вчера. Сегодня также надо проехать. Ну что, ночь прошла отлично. Маршрут перестроен. О, он меня сейчас выведет. Я тут вчера... Поверните налево, а затем поверните направо. Ага, я пойду здесь огородами. Пойду. Хотя, может быть, он и правильно ведет. Но я пойду как шел. Огородами. В общем, ночью дождичек поморосил. Отдохнул прям. Просыпаюсь в 8. Вау, думаю, здорово. А сейчас время 10. Все, завтракать неохота. Чайку попил с пряниками. Попил, так. Есть не хочу. Не помню, 76 сегодня или что-то. В пределах 80 надо проехать километров. Но с одной переправой. Еду до... Поверните налево, а затем поверните направо. Ага, спасибо. Так, до Шеи. Поселок Шея. А перед ней будет переправа. Не помню. На К как-то. Деревня. Что, как мы идем? По-летнему? Думал, сначала холодно будет. Что-то дождик же. А тут нет, вон. Сланцы, шорты. Все тоже. Оно сырое, не высохло нифига за ночь. Но на улице тепло. Как на юге. Как на югах. Ходил, прям мокренькая, освежает. Хорошо. Как в Дагестане, вот у них там влажность такая. Или как во Владивостоке, тоже очень влажно. Но тепло. И там, и там. Отлично. Короче, пока все нравится. Погнали. Так, мне надо воды купить. Простой и сладкой. Водички взять. Да, простой и сладкой. И какой-нибудь бублик, если будет. Там вроде магазины сейчас есть, пока выезжаю. Посмотрел, вроде должны быть. Вопрос. Поверните налево. Так, куда ты меня ведешь? Посмотрим. Да. Ага, он меня ведет вот так, так, так. Пошли, здесь асфальт. Нормально. Будем слушать тебя. До магазина, до ближайшего. Сейчас за поселок выйдешь, комарье, блин. Всякое. Улесья. Тоже, наверное, магазин. Сейчас там где-нибудь остановимся. Алмаз. Энергия. Банк. В алмазную страну едем. Поближе к алмазам. Вот это театр у них. Народный. Нюрбинский народный. Нюрбинский драматический театр. Огромное здание. Поверните направо. Так. Вон там цистерны стоят у них, эти, как они называются, наливные бочки. С горючим. 150 метров. На светофоре поверните налево. Да, театр такой. Качельки.
Хорошо. О, у меня зеленый. Едем. Вот там, за власть Советов памятник. Так. Поверните налево. Ага. За власть Советов. Тут еще, я говорю, у них социализм чайные. Школа имени Ленина. Как бы он какой-то памятник. Не вижу кому. Написано, мелко подъезжать не буду. Жду, когда благоустроят подъезды, подходы. Ну да, так строят, расстраиваются, что-то вам. Прям молодцы. Вот опять стройка за забором. Тоже что-то строят. Ну, такие. О, кинотеатр, похоже. Юниор. Да нет. Не кинотеатр, это афиша просто. Кино. О, храм. Так. Сетим. Что за сетим? Напишите, что это такое. Закрыто. Распиловка мяса. Так что тут едят тушками. Неудивительно. От мамонтов осталось еще. Распиловка мяса. Ой. Ну что, свежо, красота. Ветерок какой-то, наверное, есть, да, чуть встречный вот подул. Ага, это памятник Горькому был, похоже. Раз улица Горького, по которой я еду. Так, что на перекус-то взять? То там приедешь к этой переправе. Некогда. Да и нечего. Саха, Бастык, Краскота. Хозяйственно, что ли? Ситистрой. Ну да. Точно не продукты. А вот тут экстра. И что нарисовано? Даже боюсь заходить. Может, он и закрыт еще. Слазить лишний раз тоже канитель. Да, еще. Так, а сегодня какой день у нас? Воскресенье сегодня. Кстати, там служба идет. Время 10:15. Ну, думаю, надо зайти в храм. Так. Оп. Маршрут перестроен. Я понял. Оп. Ну все. Пойдем. Посмотрим. Да. Большой. Гигантские цветочки. Красиво. Ух ты, и орел тут же. Угу. Вот так. Там пятерочки, пятерочки. Вот она, пятерка. Просто и четко. Ну, не первая, кстати, да. Это, наверное, их не сетевые. Пятерка. Слышу. Пойдем посмотрим. Вот домики. Деревом обшито. Ну, строят, да, много стройки. Вон опять что-то строят. Болото такое. Домик. Да. Вот такие улочки туда. С грунтовочкой. Ну вот здесь улица Убоян. Вот и закончился
Нюрба. Он направо пошла дорога на птицефабрику, а трасса прямо. Ну, пока асфальт. И как бы мне сказали, что до переправы будет асфальт. Только не знаю, сколько это километров. Но, говорит, если грунт, то хороший. Что значит хороший грунт? А. Двадцать первое. 27-е. 797. Смотри. Еще 1200. Нет, 400 с копейками. Бурустарх. Нюрба. До свидос. Кюндяде. Вот. Ай. Никакого асфальта. Сразу грунт. Причем такой. Это Нюрба закончилась. Да. 10 до Кюндяде. Кюндяде. Там переправа. Ну, короче, 400 до Мирного. Вот. В общем, так. Ну, сырой песок — это хорошо. По крайней мере, пока держит, нормально все. Не проваливаемся. Ну, волны, да. Вот это гребенка. Стиральная доска. Дыр-дыр-дыр. Вон что. Ну ладно, будет что интересное. Запечатлим. Ну вот. Чьи это следы? Медвежачьи. А рядом то ли собачьи, то ли волчачьи. Короче, жестковато тут опять ехать. Песок сырой. То есть он был тут недавно. Может, где-то до сих пор еще сидит. Ну, в общем, так себе условится для поездочки. Начались медвежьи углы. Ну, вороны каркают, блин. Так. Дяды. Погнали. Фу. Ну, 10 км как бы. Ну, вот так вот, да, за лесочком речка течет, скорее всего. Ну, а здесь песочек. Так, ну, утрамбовано, нормально. 11, 12, 10 километров еду. Пойдет. Дорожка такая, местами вон гребеночка это, стиральная доска. Так-то укатана. Едешь, раз дорога влево. Ну, колея вправо ушла. Ну, такие. Тайга он то густая, то не очень. О, паромная переправа. Я добрался. Так, я 14 километров. Ну, это от хостела. Так скажем, от места ночевки. Паромная переправа. Погнали. Это 807 километр трассы. Крутой поворот на пристань. К паромам. Вот она, речка. Речка Вилюй. Так, зайдем-ка мы пошире. Так, не гоним.
Ого! Просторище. Что, это где-то здесь? Вон на той стороне стоит паромчик. Здесь машинки вон в очередь выстроились. Ждут. Ну и мы подъехали. Отлично. Так, сейчас куда-то прислонить надо его. О, шашлыки можно пока сделать. Мангал стоит. Да. Вот так вот. Вилюй. Короче, Якутия нифига не большая. Куда ни ткнись, везде они. От них никуда. Тут в одну, в другую. Дорога просто одна. Деться некуда. Жесть, это не Якутия. Так. Приключения продолжаются. Едем на Жатаиский. Жатаиский 1 паром называется. Или Жатайский. Жатайский 1. Что-то отвалилось вот это краткое И. Все, загрузились. Короче, сюда влезет еще один, но только маленький. Вот. Я, в смысле. Велосипед уложили. О, я его тут держу. Придерживаю. Все, мы на пароме. Что-то у них маленькие паромчики-то прям. Что проехаешь? Проходишь? Я, да, слева прохожу. Проходишь. Все, мы вместились. Только не выйти, да? Нет. Ну что, паром тронулся. Он такой небольшой у них, но битком. Поэтому и битком. Все, пересекаем Вилюй еще раз. И будем как она? Кандюке, короче, где-то в Кандыге в какой-то. Не могу точно вспомнить, как называется деревня. Индики. Ну вот да, вот так. Ну вот мы уже и на другой стороне. Потихонечку спускаемся. О, Кюнде-Эде. Кюнде-Эде, короче, да, вот так вот. Ну, у них везде, они тут не ограничивают себя. По 2 буквы гласных. Практически каждая дублируется буквы. Вот. Это запасная баржа у них стоит, да, слева. Когда прилив, тут по весне, наверное, да, она растекается вся. Огромная. Да. Вон местный сервис продаж пирожков. Фу. Ну все. Вот у нас слева на якутском написано. Ага. Кюнде-Эде. Что-то я сегодня... И там все такое как бы полукоммунистическое, раз это в советское время развивался городок. Там раньше на Шпицбергене ситуации многие товары сложно было достать. И через дальше идет зал, как в фильмах показывают, этот органный инструмент, стулья, вот так несколько рядов, да? И это, ну, это стойка. То есть это все это есть. Возможно, это сделали для туристов, я не знаю. Я впервые был в католической церкви, поэтому впечатления сложились такие. И они вот сами спрашивают, типа, hello, where you from? Да, что вот, бывает, человек просто садится в машину, едет и врезается в стол. Мы спрашиваем, чем ты это сделал, я не знаю, я не понял. Либо раздевается и голову убегает в поле. Тоже. Он не пьяный, не под наркотой, не больной, обычно нормальный человек. Но вот так вот, почему-то там энергетика, она как-то по-другому влияет на человека, который долго живет. Это севера, север, я думаю, влияет все равно. Справа увидишь стан. Быстренько выйдем. Да, дожди идут вон там. Вот здесь мне нравятся памятники красивые везде ставят. Так, появился асфальт, чудеса. А потому что Сунтар. Вот у них красивые вот эти. Я про это Мы говорю. как раз Мгм. возле него и сейчас. Отлично. Сейчас
Сунтар. Ну и чайка, он мыша какого-то поймал. Речка рядом или озерцо. А? Ну, сейчас Льва немножко соврал. Льва? Доехали до Сунтар. Оба я тут между этими. Вот, пожалуйста, стол с чеканочкой. Монетки лежат, скамеечки. Все есть. Старички. А вон туалет тоже есть у них. Олонго Хойдута. Вот такие полные чаши конфет положили. Конечно, но здорово. Заезд. Подниматься запрещено, а так хотелось подняться, что прям и с ними сфотографироваться. Шею проехали, только что шея называется, интересно, но по ихним как-то Сейхэ какая-то, ну, в общем, тоже интересно. Так, это что такое? Ага, это дорожные работы. Проехали. Отлично. Ну что, сегодня уже будет мирный, надеюсь. И путешествие практически будет завершено. Ну что, полил дождь. Опять он, да это дождь уже, это не моросит, это приличный дождь идет. Хорошо, что я еду с ребятами на машине, прям молодцы. Ну и я хорош. Ну вот, а теперь ливень, просто ливень идет. Так, тут Тутана, а там Кюкяй. Ну, а здесь лошадь. С тавром. Сунтар 70. Ну вот, ливень закончился. Сунтар. Кюндейка.
Ну что, река Вилюй опять. И, похоже, паромчик. Да, потрясывает. Как на велосипеде. Что-то контингент не меняется, одни и те же. Люди-то, никто от нас не убежал за это время. Угу. Ну вот ждем погрузки. Ну что, вот Сунтар на том берегу. А Дилен за водой пошел. Кирилл просто стоит, курит. Вообще курить вредно. Он знает, бросает. Ну, а мы отдыхаем. Арктик. Короче, это не Арктик, это, короче, все вон в глине, в песке. Ужас. Да, ужасные дороги. Но мы добрались уже хорошо. Еще 2 переправы. Это и еще одна. И будет мирный. Да. Ну, а у нас перекус. Колбаски с хлебом. В ожидании парома. Вот такие берега. Угу. Да. Ну что? Перекусываю рисом с арахисом. Мы на очередном пароме. Ну, вот. Пока 3 машинки. Он сейчас 4-й подъедет. Ой, хорошо, что я на машине. Не знаю, как я там ехал по этой грязюке. Не ехал бы, просто стоял бы, ждал, пока высохнет. Вел там не пройдет. Глина, калимая. Ладно, паркуюсь, они сейчас приедут. Так. Ух ты. Ну, причаливает паром с той стороны. Да, переправились. Улица Вилюйская, конечно. Свин.
как бы Карачинская дула. А она это, то ли литруха, то ли полтораха. Кова 2 тоже литровая, что 200 с чем-то. 240 что ли. Ну, а видишь, возле дороги магазин. Ну да. Я решил, наверное, Да, да. На туре деревни камеры наставили. да, я знаю. Да. Зато он себя круто ездит. Есть автошкола. Да. Надо сюда, наверное, автошколу. Все, Сунтар закончился. Эй, Бахуй 50 километров. Не едем. Можно просто А посмотреть. мы еще думали поехать. Так, указатель. Жархан 30. Сункиюль 12. Это все направо. А мы в деревушке в какой-то. О, велосипедисты есть. Находится на крестах. Это еще на этих паром надо. Сейчас. Так, я подумал, что автомобили стоят там. Доехали до Крестяха. Последняя паромная переправа осталась. Вот отсюда и вон до туда. Вот. Стоим, ждем. Подъехали только. Сейчас. Ой. Попрем. Наверное. Да. Ну так, дорога, конечно, вся в грязи. Эти огромные лужи. Не знаю, как там ехать на велосипеде. Ждать, пока все просохнет. Да, местами асфальт в поселках. Так дорога прям беда. Беда, беда, беда. Очень тяжелая. Вот. Ну, а здесь Вилюй. Вилюй, Вилюй, Вилюй. Еще раз пересечем и все, по-моему, Вилюй это. И больше переправ не будет здесь. Мирный. Потом Мирный только.
Да, вот так. Что, забрались на последний паромчик? Надеюсь. Через Вилюй. Пошел дождь мелкий. Вот. Маленький катерок толкает нас. Ну что, отходим потихонечку? Походим. А там льет, блин. И там льет. Главное, чтобы в Мирном сейчас не было дождя, когда приедем. Ну еще 120 километров, что ли, что-то около того. Еще дофига, короче. Тащиться. Дороги ужасные, да. Даже на машине долго. Я уж не говорю, что если так, без машины там будешь на велосипеде или пешком, вообще невыносимо это все. Ну все, ладненько. На том берегу увидимся. Мирной 113 осталось. Алмазной 92, по-моему. Вот так вот смотришь, гора такая огромная. И дорога кончилась, да? А. Ну, местами асфальт появляется. Но все равно горочки, он вверх-вниз. Вверх-вниз. Такой рельеф. Вот мы наверху. Ну хоть не по грязи. Да, по асфальту хорошо. Но это ненадолго, сейчас опять пойдет грязь. Нет, только еще что. Мост. Ну вот так и едем примерно. Она называется с полпинката на холодную. Что как бы не должно быть. Да. Федеральная трасса. Что тут скажешь? В дождь. Ну, дарит ощущение. Не забываем. Надо прочувствовать. Чтобы почувствовать, можете открыть окно. Да-да-да. Вот И это открыть, ощущение. открыть не только окно, но и рот. Что там нарисовано? О, указатель. Алмазный 47, Мирный 68, Свирак 203. Так, Мирный 68, да? А Тас Юрях это где? Тас Юрях. Я думаю, дальше по трассе. Чего готового буя. Ну, давай заклинание тут не читай. Новый. А, ну все понял. Оставь. Только сейчас. Алмазный 2. Да, Там я ну, говорю 23 чем-то. с 2 километрами. Так, Алмазный, въехали. Не знаю. От Алмазного вот до сюда была отличная дорога. И пошла опять грунтовочка. Осталось-то 12 километров всего. Ну ладно.
Вот он, Мирный. Доехал. На машине. Неважно. Доехал. Вон он, Мирный. Но дороги-то да. Как по всей Якутии. Чтобы не выделяться, я думаю. Здесь может быть ваше. Мы доехали. Айхал. Гостевой дом. Да. Вау, ну что, заселился в гостиницу Айхал. Фу. Ну вот, что здесь? Душ, туалет, телевизор, шкаф, антенна и 2 кроватки. Ну пока один. Если кто-то пожелает, подселит ко мне 2500. Так, пойду я в магазин. Вещички все оставил здесь. Велосипед у меня под лестницей. Ну ладно. Так. Ага. Ну все. Погнали. Сейчас. Где магазин? И сходить что-нибудь купить, покушать. Вот такие планы. Ну, так вот, самолетики. Да, летать надо самолетами. Там кухня, душ, вода пока греется, как раз схожу, и все будет хорошо. Ну вот, гостевой дом, Айхал. Все. Тут гаражики рядышком. Короче, мы идем к магазину. Сколько тут? 500 метров. Маршрут перестроен. Понял. Идем. Ну да, вот так вот. Был дождь, ливень. Ну что хочу сказать. Очень даже хорошо, что опять встретил ребят. Адиль, Кирилл. Молодцы. Подвезли. Прям умницы. Я сэкономил кучу времени. Ну, дорога, конечно, чё, это не для велосипедистов. Там ехать просто жесть какая-то. Вообще вот эта северная часть, можно, конечно, на велосипедах, но, не знаю, одному тяжко, страшно. Надо, да, с кем-то вдвоем. Ну и дороги. Дороги это нечто. Вот сегодня ехали там. Видели уже, наверное. Ну как смонтирую. Посмотрите. Дорога полная жесть. Ее нет. Хотя федеральная. Да. Маршрут перестроен. А так, с ребятами доехал. Ну считай, ну как минимум 7 дней я сэкономил. В плане продвижения по трассе. А учитывая эти дожди, с учетом этих дождей, и там, я не знаю, там вообще можно было проехать, или вот эта глина налипает на колеса, наверняка налипнет. И, в общем, я думаю, пришлось бы даже ждать, пока это все высохнет. И можно будет ехать. Да, дорога такая. Ну вот этот последний участок где-то от Алмазного. Нет, как в Мирный въехали. Не в Мирный, а в район Мирный, да. Такие горочки, горочки, горочки. Подъемчики, спуски. Маршрут перестроен. До этого все ровненько было, ну относительно. А тут прям такие хорошие холмики. Наверх, вниз, наверх, вниз. Ну как в Магадане. Туда, как в ту сторону двигаться. Да, такие же крутые подъемчики. И спуски, соответственно. Ну вот, сейчас хочу в магазин дойти.
Где-то тут должен быть магазинчик. Вроде еще работает, написано. Хотя время 10 минут 11. Вот. 10 минут 11. Ну идем. Что делать-то? Гуляем. Завтра город надо будет посмотреть. Хоть чуть-чуть. Да. Так, улица Московская. Ковыляют тут какие-то краны, разгрузочные, погрузочные. Вон туда, короче, я иду, все дома. Там, говорит, магазин еще работает. Да, ну пойдем. Сходим. Так, это непонятно, что за заведение. Да и некогда. Вот так вот мы идем. В красных революционных штанах, в сланцах. Ну, тепло, в общем-то. Но иногда моросит дождь. Он тоже теплый. Ветерок поднялся. Ладно, погнали дальше. По магазинам ужинать, мыться, стираться, спать. И завтра будет видно. Так, повернул на первом повороте. Здесь у них Олимп. Управление материально-технического снабжения. Алроса, наша гордость. Так. Дошли. И где магазин? Он там где-то должен быть. Потому что сказали направо потом. Так, здесь надо спрыгнуть. Спрыгнул. Добро пожаловать. О, там человек. Ну, это спортивный комплекс, я так понимаю. Так, а мы вот здесь вот огородами пытаемся выйти. О. Молодой человек, подскажите, магазин где? Ну, продуктовый. В той стороне. Блин, мне сказали где-то прям вот тут, тут направо. До конца, до перекрестка и направо туда Ага. пойдете. Там будет супермаркет. Благодарю. Он работает? Да. Сказали, работает. Вон до светофора и направо. Ну, так скажу, не близко. Самые лучшие дни еще впереди. Потенциал чемпионата в каждом из нас. Вот такие вот. Волейбол. Ну, а здесь вот такое зданице. Вот такое. Мирный. Вижу. Это Ленинградский проспект. Мы на Ленинградском. Да, дождик был не слабый. Все, он в воде. Так. Хоп-хоп-хоп. Ну, здесь вот поменьше воды. Ну, тепло, да, тепло. Так. Иду я тут. А тут хоп, спортивная школа. Ага. Ну, а мы, наверное, вот здесь должен быть там остановочка. Ну, куда-то сюда. Тут непонятно что. Ну, так вот себе тротуарчики, конечно. Ну, не худший вариант. Лучше, чем дороги. Скажем так. Ну что, круглосуточный магазин. 24 часа. Все работает. Купил поужинать. Ну, сейчас дома уже. Ну, дома, в гостинице. Да, и на сегодня, и на завтра, похоже, взял. Ой. Ну, тепло, блин, это радует. Не знаю, что. Ну, утро вечер мудреней. Сейчас поем еще, помоюсь, постираю это все. И будет видно, что делать, как делать. Да. Так, а мы отсюда пришли. Да, и вот здесь мы уйдем. Ай, бляха-муха. Так, ну пойдет, не замочил. Ну, что, хорошо еще. Вот без 20:11. Тут еще светло. Это плюс облака. Тучки кругом. А время без 20:11. Вот, ремонтируют дорогу. Так что нормально. И тепло, лето. Якутское лето. Да. Всякого его насмотрелся тут.
И жаркого, и дождливого, и такого вот. Да. Якутия. А вон Айхал светится. Вот туда мне. Он желтенькая надпись. Угу. Короче, только домой зашел. И наши пути вновь пересекаются. Говорит, пойдем на это. Нет, говорит, не пойдем. Говорит, мы идем смотреть кимберлитовую трубку. Я говорю, ну я с вами. И вот мы идем. Это ночь, сейчас уже 11. Это севера. Тут ночи нет. Ну как, она полгода? Полгода ночь, полгода день. Короче, идем какими-то огородами, заброшками. Я думаю, вон там уже собаки Баскервилли воют. А мы точно здесь пройдем? Да. Кто тут был? Никто, мы на карте посмотрели. Карта. Ой, не знаю. Ой, ёпта. Да, тут дождь прошел. Да. Так, тут засада. Будем все мокрые. Ну, не сдаемся. Я думаю, нет. Я думаю, там нормальный подъезд должен быть, подход. Просто мы там что, через забор-то как будем перебираться? Мы там упремся в него и, блин. Пошлите, говорю, там сейчас выйдем. Можно телефон подкинуть вот так вот. И кто успеет, да, тот заснимет. Так, решили вернуться. Пойдем более цивилизованной трассой. Да это не больно резкий был, вообще ленивый. Что-то включил телевизор, один канал. Нет. По-русски говорят. Мы как баран поворачиваем. Ну да. Смотрите, мы сейчас просто выйдем. Глядите. Гляди, Кирилл. Нет, суть-то мы выйдем просто на берег, на побережье. Так, Ну, вот подождите. дом, и вот она как бы начинается. Смотровая прям на берег. Просто переживаешь, чтобы автомойку успеть. Да, они же будут что, ждать что-то? Ну, не будет. Да вы идите, я все равно сильно хочу смотреть. Да? Я тогда, тачку заберу. Блядь, Ладно. вот это забор идет Так, ну это, смотри. на связи. Тачка будет чистая, надо на ней прокатиться, правильно? Фотки пришлем сейчас. если что, ключи у меня ладно? Да мы быстро. Мойка далеко? А? Мойка далеко? Ну что, идем на трубку Мир. Вот по такой грязи. Вот, ну тут, наверное, когда дождя нет, прилично, но сейчас все грязюка, блин. Ну, стенды вон какие-то. Стелла непонятная. А мы вон туда на зарево фигарим, где горит костер. Ну, надеюсь, не дойдем до туда. Так. Вот такие алмазы. Как они? Белазы. Белазы. А? Прямо, да. Белазы ездят, что-то еще возят. Ну а мы идем. Грязюка, короче, несусветная. Ладно, я в сланцах иду. Ну, ноги уже все в грязи. Но ничего. Зато кроссовки чистые будут. Наверное. Ну вот, она смотровая площадочка. Так, здесь у нас флаги. Здесь у нас стенды с подробным описанием. Схема подземной отработки трубки Мир. Мощность рудника Мир 1 миллион в год. Ну, я не очень в этом понимаю, но вот фотка. Да, наверное, не очень. Вот повыше. Ну да. Ну-ка, попробуем.
Вот так. Во. Ну что, здесь у нас карьер «Мир» 1957-2001 год. И закрыли его. Ну а здесь вот она, трубочка. Вон там вода шумит, водопадик. Да. Вот так. Сейчас поднимусь еще выше, вон туда. И там посмотрим. Ну что, колесики-то не слабые. Ну вот, вид со смотровой площадочки. Вот на этом тракторе. Вот так это все выглядит ночью. Ну, я думаю, тут днем намного Вон. красивее. Ну, оно, смотри, вот как днем практически. Вот видишь? О, да. Ну, тут это хорошо. Да, да, да. Ночная камера хорошая. Ну вот. «Мир». Трубка. Да, днем, если в солнечную погоду, здесь вообще классно. Да. Ну и ночью тоже в 12 ночи оно как бы прекрасно. Я вон туда к камню пойду, посмотрю, что за камень. Да, и теперь еще обратно идти 3 километра. Да. То вот трактор, комбайн какой-то, ну вот это колесики. Вот, я встану, вот они почти, мой рост, ну, 1,5 метра. 1,5 метра до сюда. Вот такие тут колесища. Гусеницы огромные. Да, ну и вот камень памятный. Так. Герои Советского Союза, ветераны, орденоносцы. Герой социалистического труда. Ну, вот здесь вот фамилии. Вот так вот. Ну и стенды. Стенды. Вот 65-й год, легендарный МАЗ 525 четвертак. Да. Вот сейчас это уже все затоплено. Алмазная руда добывалась. Ну вот так. Ну, все. Когда тут еще ночью побываешь? Вот. Чудеса, да, днем-то не ходятся. Да не знаю, завтра дожди обещают. В дождь сюда тащиться. Сейчас вот дождя нет. Вон как быстро бегут облака. Вон что. Ну, водопад шумит, прям слышно. Ну ладно, побывал в мирный город. Трубка «Мир», алмазы. До сих пор я отсюда Белаз сейчас выехал, наверняка что-нибудь повез. Так, ну что, с этой стороны пройти. Вот такой большой гусеничный агрегат. Да. Ну, и город, ночной город. Город ночной. Отлично. Да, время уже позднее. Поужинали с ребятами. Вот. Но они-то пораньше. А я только вот сел с ними, чуть-чуть поел и вон курочку взял в номер. Чай пить не хочу, сейчас он колы попью. Ну вот, курочка. Они самцы взяли, самцу съел, курицу. Чуть больше ничего не охота. Взял фруктов еще. Не до фруктов. Хлеб вон. Хлебушек. Какой-то интересный треугольный хлеб у них продают. О, еще не пробовал. Попробуем. Вот. Ну что, подустал. Да, тяжеловато. Хоть и не крутил педали много. А сегодня, да, на пароме ребята меня встретили. Или я их встретил. Короче, встретились. Говорю, с вами? Давай. С нами. И вот доехали до Мирного. Да, сходили на трубку алмазную. Кимберлитовую какая. Короче, на трубку «Мир». Все, вернулись. В душ сходил, хорошо. Только телевизор, что-то одна программа, всего один канал работает. И то там заставка
какая-то. Удивительно. Ну ладно, буду есть и спать. И вам спокойной ночи.